Продолжаем дополнять информационную картину субботы. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о темах. Ежедневный прирост новых случаев заражения коронавирусом отмечают в Якутии. Озвучим свежую сводку по заболевшим. Перспективы развития туротрасли, свежие идеи и проекты по привлечению путешественников. Впервые фестиваль туризма открылся сегодня в Хангаласском районе. На кинотавре снова может победить якутская история. Фильм «Нуча» лидирует в рейтинге конкурсных картин кинофестиваля. День ото дня растет число новых заражений коронавирусом. Только за последние сутки в Якутии заболели 197 человек, сообщает оперативный штаб. Из них в Якутске 118 случаев заболевания. В Вилюйском и Мегино-Кангаласском районах по 9, в Мирнинском 7, в Нерингринском 6, в Алданском, Ленском и Усть-Алданском по 4. Еще в 20 районах фиксируют от 1 до 3 новых заражений. За сутки лаборатории республики исследовали более 5000 проб на ковид. Продолжается и массовая иммунизация. Всего поступило в регион более 500 тысяч доз вакцины. Прошли первую вакцинацию почти 347 тысяч человек. Вторую прививку получили 325 тысяч якутян. Ревакцинировано 10 тысяч человек. Таким образом, использовано более 70% от общего объема вакцины. Пакет документов на регистрацию вакцины для профилактики коронавируса у подростков ГАМ-ковид ВАК-М поступил в Минздрав России. Документы направят на экспертизу, по результатам которой примут решение о регистрации препарата. ГАМ-ковид ВАК-М – это новая вакцина от центра Гамалеи. В настоящее время в России зарегистрированы уже 2 препарата от этого центра. Двухкомпонентный ГАМ-ковид ВАК или Спутник Ви и однокомпонентный Спутник Лайт. Теперь о самых маленьких. Более 100 детей на раннем сроке беременности рождаются в Якутии ежегодно. С 2018 года такие малыши имеют возможность получить квалифицированную помощь. Отделение Катамнеза при новом перинатальном центре единственная на Дальнем Востоке самостоятельная служба, где спасают детей, рожденных с экстремально низким весом от 500 граммов. Ульяна Шагина провела 1 день с неонатологами. Двухлетняя Кира наблюдается в центре с самого рождения. Она родилась на 28-й неделе с весом 750 граммов. Благодаря врачам, а также постоянной реабилитации в отделении малышка уже бегает. Врачи от Бога, можно сказать, потому что таких маленьких детей выхаживать, это в первую очередь надо иметь такую силу, терпение. И поддерживает маму в первую очередь, потому что это психологически тоже очень тяжело, физически тяжело. И помощь врачей, поддержка – это тоже очень важно. Лечебная физкультура для недоношенных детей – обязательная составляющая. В раннем возрасте физического отставания от своих сверстников не избежать. А при помощи массажа и упражнений укрепляются мышцы. Ребенок становится подвижнее. Учим переворачиваться, сидеть, ползать, ну и ходить. Занимаемся от 7 до 10 процедур, смотря как ребенок справится. Кроме ЛФК, здесь же можно пройти УЗИ сердца, головного мозга и внутренних органов. С 2019 года вакцинируют малышей специальным препаратом Синагис, которое в разы сократило заражение РСВ инфекцией, вызывающей пневмонию. Вакцинацию поливизумабом, препаратом Синагис, получают дети с патологией дыхательной системы. Это с бронхолегочной дисплазией, дети, которые родились менее 1,5 килограмм, у которых еще не совсем развиты легкие для того, чтобы защищать от как раз-таки этой инфекции. Во время пандемии, чтобы не упустить время, освоили дистанционную консультацию при помощи облачной поликлиники. То есть мы даже дистанционно показывали специальный кукла-манекен, если закупили, на которой показывали, как делать упражнения, как проводить мамочке самой массаж, как мамочке проводить самой ЛФК. Ну, простейшие элементы ЛФК. Для того, чтобы не упустить время, для того, чтобы не пропустить реабилитационный потенциал ребенка. Отделение не стоит на месте, а растет и развивается. Так, в ближайших планах открыть здесь школу матери, чтобы помимо реабилитации детей проводить семинары для мамочек по грудному вскармливанию, питанию и другим важным вопросам, которые индивидуальны для каждого торопышки, как любя их обычно называют доктора. Ульяна Шагина, Григорий Николаев, Якутск.
И как только что нам подтвердили в окружной администрации Якутска, все столичные школы уходят на дистанционное обучение с 25 сентября по 8 октября включительно. К другим темам Министерство предпринимательства Якутии объявляет прием заявок для участия в конкурсе, направленном на развитие туризма. Участниками могут стать районы или города, имеющие проекты по созданию туристско-рекреационных кластеров. Победители получат субсидии на разработку проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы своих проектов. Принимают заявки до 22 октября текущего года, сообщает пресс-служба Минпреда. Между тем, первый фестиваль туризма в рамках ежегодного форума предпринимателей республики открылся сегодня. В Хангаласском районе собрались представители бизнеса и власти, которые обсудят перспективы развития туротрасли и предложат свои идеи и проекты по привлечению путешественников в Якутию. На открытии фестиваля работает наша съемочная группа. И я передаю слово моей коллеге Мадине Халиковой. Она на прямой связи со студией. Мадина, приветствую. Тебе слово. Сергей, здравствуйте. Да, действительно, мы находимся сейчас на фестивале туризма, и у нас здесь все в самом разгаре. В самом начале спикеры обсудили итоги трехлетней работы, которую произвело Министерство туризма. И, собственно, есть чему порадоваться. Ну а еще здесь проходят различные мастер-классы, и вот представляют свою продукцию разные мастера. Например, вот здесь за моей спиной вы можете видеть посуду из местной глины, а также рядом со мной находится Анжела Андросова. Она из Федерации настольных игр Республики Саха-Якутия. И, как вы видите, за моей спиной тоже сейчас идут настольные игры. И я хочу спросить вас, Анжела, здравствуйте. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, что за игры сейчас идут у нас за спиной? Сегодня наша федерация показывает мастер-класс по национальным настольным играм. Национальные настольные игры – это игры предков. Наша федерация, цель нашей федерации – это пропаганда. А президентом у нас является Ольга Григорьевна Григорьева. Ну, расскажите, в чем же, собственно, правила, какой интерес у этих игр и сколько им уже лет? Сегодня мы показываем и учим наших гостей форума в игре «Хаблык» и «Хамска». Как вид спорта, они являются видом спорта, по национальным видам. Как вид спорта у них есть свои правила. Например, хаблык. Хаблык играем за 2 минуты. За 2 минуты кто сколько ловил, тот и побеждает. Наши игры развивают гибкость пальцев, ловкость, мелкую моторику, мышление, все физические качества. Это замечательно. Ну, то есть у вас неограниченное количество участников? Да, неограниченное. Играет с дошкольного возраста и старшего поколения. Анжела, спасибо большое. Сергей, как видите, у нас здесь очень интересно и весело, поэтому я тоже пойду и присоединюсь к Федерации настольных игр и научусь играть в настольные игры Якутии. Передаю вам слово, Сергей. Мадина, спасибо. Будем ждать от тебя новых подробностей фестиваля. Ну а пока продолжим наш выпуск. В Якутск приехал тренер сборной России по скалолазанию Игорь Гусак, чтобы дать мастер-класс для детей. Мероприятие направлено на развитие силовой выносливости и получение новых знаний. Отметим, что ежегодно в республику приглашают гостей для развития спорта. Приезд Гусака должен был состояться в прошлом году, но из-за пандемии его перенесли. Накануне прошла тренировка для детей, которые посещают секцию скалолазания во второй школе. В планах спортсмена побывать в еще нескольких образовательных учреждениях и не только. У нас была встреча с руководством Министерства спорта, там обсуждали вопросы строительства большого скалогонного центра. То есть это вот довольно-таки важный аспект тоже работы. И будут еще последующие мастер-классы на других школах, вот в Арктической школе. Будет лекционная часть, посвященная Олимпиаде в Токио 2020. Я ездил представителем с командой. То есть такая теоретическая, можно сказать, сторона.
На площадке мультимедийного парка «Россия. Моя история» прошла научно-практическая конференция «ВИТИМ. История села и история Якутии». Мероприятие провели в честь празднования 400-летия поселка. Кроме того, представлена и фотовыставка «1 век из жизни ВИТИМа», охватывающая дореволюционный период. Всего же на конференции 25 участников озвучили 12 докладов. Это в основном научно-практические изыскания, исторические и культурные сведения, а также исследования в области развития промышленности поселка. Достаточно хорошо знаю сам поселок, современную жизнь поселка, историю знаю поселка. Поэтому сомневаюсь, что какой-то другой взгляд появится. Но я надеюсь, что какие-то все-таки идеи родятся, может быть, даже договоренности появятся по реализации этих идей, связанных вот с современной жизнью, с краеведческой работой, связанной по изучению истории ВИТИМа. Я даже сейчас программку смотрел, я уже несколько докладов посмотрел, которые меня заинтересовали. Я по ним вполне возможно потом буду с людьми еще отдельно разговаривать. Здесь уже несколько идей появилось, пока программку читал. В Якутии благоприятное время для посадки деревьев начинается с середины сентября и продлится до начала ноября. Многое зависит от погодных условий. Сажают лиственные, хвойные и кустарники. Именно в это время у многолетних растений период перерыва роста и развития. В Мирном ежегодно сотрудники подразделения «Алроса» озеленяют территории возле зданий и прикрепленных объектов. В этом году работники научно-исследовательского геологического предприятия посадили около 100 саженцев деревьев и кустарников. В основном это сосна, но также были посажены черная смородина, черемуха, можжевельник, сирень и яблоня. И все саженцы были предоставлены нашими же сотрудниками со своих дачных участков. На кинотавре снова может победить якутская история. Фильм «Нуча» режиссера Владимира Мункуева набрал 4,3 балла из 5 возможных в рейтинге конкурсных фильмов кинофестиваля. Рейтинг составлен на основе рецензий 10 кинокритиков ведущих тематических изданий. «Нуча» – это историческая драма о том, как в конце 19 века русский каторжник оказывается в доме у якутской семьи, которая все никак не может завести ребенка. В основу сюжета легли произведения польского писателя и этнографа Вацлава Серошевского. Картина, напомним, обладатель гран-при международного кинофестиваля в Карловых Варах. К этой минуте это вся информация. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами.